Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева и в начале о главных темах. Развитие строительного сектора. Это уникальная площадка для продвижения продукции на растущий рынок Чеченской Республики и регионов СКФО. В Грозном стартовала ежегодная выставка «Чеченстрой Экспо». Чеченские бойцы делятся практикой работы в зонах СВО. Повестка дня служит укреплению военных сил. Белорусский ОМОН посетил республику для обмена опытом. Развивая новые направления. Сегодня здесь работают 300 высококвалифицированных специалистов, обеспечивая занятость и стабильность для многих семей. Чеченавто наращивает производство и расширяет модельный ряд. В Харьковском направлении работают бойцы 204-го полка спецназа «Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации на передовой группа «Бати». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих социальных сетях. В ходе воздушной разведки оператором БПЛА были обнаружены замаскированный жилой блиндаж противника и укрепленная пулеметная точка живой силы. Координаты оперативно переданы, удар нанесен незамедлительно. Такая работа – это прямой результат настоящего мастерства военнослужащих, отмечает руководитель объекта. В Республиканском центре спортивной борьбы имени Бувайсара Сайтиева представили нового президента Федерации борьбы Республики. Им стал заслуженный мастер спорта, известный чеченский борец Расул Джукаев. На торжественном мероприятии присутствовали депутаты Госдумы Адам Делимханов и министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Репортаж Рамзана Абуева. После того, как из жизни ушел Бувайсар Сайтиев, трехкратный олимпийский чемпион, возглавлявший Чеченскую федерацию спортивной борьбы, пост президента организации оставался вакантным. Сегодня чеченское борцовское сообщество собралось, чтобы выбрать нового руководителя. Встреча прошла под председательством депутата Госдумы Адама Делимханова и министра по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова. Halbu Tukan Jamiat Belçan Algeçleri Boysa Algeçleri Sunu Dövüşmeyine Masar Vayviş ve Om Sidin Polis ve Mekliyanımdan Hadid ve Şuna Masar Vaymel Buyda ve Masar'a Lahde Telili şu Dakar kompleks tüm taraf Tamam Mekliyan Sanda Aşısın taraf Telin de bu Uğur'un işlita Var Mekliyanı Biznes İşler Mulah Uçak teşkili uçak ayrılığı okuyana kadar şuna mahallede bozulduğuna ve olmana перед пайдашилкой. Ахмат Кадыров отметил, что Бувайсар Сайтиев был не только талантливым атлетом, но и человеком с большим сердцем, путь которого вдохновляет множество молодых спортсменов. Mislim, spортсмен фигуруйте, это вот спортсмен вархован дозал, что когда в комплексе доллара, что спорт умеющий, когда учится, а то туда реагирует. На собрании выдвинули кандидатуру известного чеченского борца, главного тренера республиканской сборной по вольной борьбе Расула Джукаева. Тренерский состав единогласно высказался в его поддержку. Примерно сложная система выстроить. Воевать без борьбы, перспективный борец, он уровень, такой забор, бог и результат, что показывает, мир говорит, что Россия, это не мы говорим. Из-за этих бахч, баланчага, от теча, в Дагестане, да, у вас уже вот это, да, у вас уже вот это. После поддержки присутствующего Расула Джукаева утвердили в должности президента Федерации спортивной борьбы. Его он будет совмещать с постом главного тренера сборной по вольной борьбе. Это не только опытный тренер, но и титулованный спортсмен. В его копилке множество побед на чемпионатах России и мира.
Здесь нет ничего нового, да, чего я не знаю, наверное, но все равно какие-то ответственные решения уже, получается, придется принимать мне. Наверное, один из самых массовых наших видов спорта, да, где ребята в каждом селе, если не ошибаюсь, есть секция вольной борьбы. Федерация спортивной борьбы играет важную роль в развитии спорта, организуя соревнования, поддерживая спортсменов и представляя интересы региона на всероссийском и международном уровне. Рамзан Абуев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Белорусский ОМОН провел совместные тренировки со специалистами Росгвардии в Чеченской Республике. Интерес со стороны белорусских коллег вызван выдающимися результатами чеченских бойцов в зоне специальной военной операции. Делегация ОМОНа прибыла в республику с целью налаживания качественного взаимодействия и обмена опытом. Встречи, учения и обмен знаниями. Теперь силовики будут действовать еще эффективнее. Подробнее в нашем следующем сюжете. Рад, что вы приехали. И дальше, если есть обсудить вопросы, дальнейшее взаимодействие, развитие, мы готовы слушать. Все, что требует от нас, мы всегда готовы. Руководитель Российского университета спецназ имени Владимира Путина горячо поприветствовал прибывшую в республику делегацию белорусской службы ОМОН. Главная тема встречи – взаимосвязь между регионами, а также обмен знаниями и опытом сотрудников. Выходцы Российского университета спецназа показали отличный результат в зоне боевых действий, из-за чего наша тренировочная арена интересуется даже в других странах. В свою же очередь, Белоруссия проводит важные тематические соревнования, на которых бойцы проверяют свои силы и боевую готовность. Здесь наши сотрудники уже не единожды были, проходили определенные курсы. То, с чем ознакомился я, очень достойно, потому как предусмотрено максимально развитие по основным направлениям с учетом требований сегодняшнего дня. Руководители обменялись памятными подарками и наметили планы на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Далее делегатам провели экскурсию по университету, показали новую технику и оборудование. Встретили на территории Российского университета спецназа, провели ознакомительную экскурсию ввиду того, что в ОМОНе был назначен новый командир, он приехал познакомиться, пообщаться и продолжить дальнейшее взаимодействие между нашими организациями, нашими подразделениями. Постоянно мы проводим совместные сборы, занятия и планируем дальше продолжать развивать наши дружеские отношения и обмен опытом, соответственно. Для гостей также организовали экскурсии по основным достопримечательностям региона. Повестка дня служит укреплению военных сил, а также сплочение и налаживание дружеских связей между странами и народами. И такие события хорошо способствуют нам в этом. Магомед Азиев, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Муфти Республики Саала Хаджи Межиев дал пресс-конференцию для СМИ региона, посвященную организационным и духовным аспектам предстоящего хаджа. Обсуждались ключевые вопросы подготовки к священному путешествию. Богослов подробно осветил все актуальные темы и дал исчерпывающие ответы на все волнующие вопросы. Сюжет Турпалали Тайсумова. В ходе беседы с представителями региональных средств массовой информации были затронуты вопросы, касающиеся совершения хаджа в текущем году. Муфти Чеченской Республики Саала Хаджи Межиев рассказал в подробностях, с чего начинается подготовка к одному из столпов ислама. Количество паломников, представляющих субъект, огромное, а цены, по его словам, самые выгодные и включают все – проживание, питание и доступное расположение. Кроме того, подробнее рассказали о тех людях, которые пешком идут в сторону Саудовской Аравии. Пеший хадж дашвег, велосипед хадж дашвег. Человек нелегально хадж заводит. Он хаджали визе отсюда. У него нет визы на хадж. И умра виз или туристический виз сан початку чует. Солт я цыга жюлик сан леча. Эдалт я доли 3 лил. Ах, трюк ол орц болиш. So велосипед я венер. So ишт венер. Ша халва қар арафати. Ша эдал калма вагитар. Вай қайқам бина хинца бабу қайқам. Нелегально хаджал дашбол нах стохцар сасуили чувелна выдворят бо депортировать бо чубух уголовной ответственностью малелда арашихом от хаджалина от эдло ша дуням чабол бусоб нахи аусаусин они по квотам выделили по системе что каждый почалхана допустимую квоту потому что ок почалхик сюк окол нахт илацло хаджалин
все хоколна обслуживать было, что нет хаджин до штуцари, что возможности хажин. Нелегально чуюш болнах их тысячи. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа также добавил, что медицинское сопровождение ведется от начала и до самого возвращения домой. Также отмечено, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова ежегодно предоставляет квоту на бесплатное посещение Мекки, а тому, кто отправляется туда, следует давать милостыню. А еще был дан ответ на вопрос, в каких случаях хадж считается действительным, если какие-либо обряды нарушены из-за ошибки, незнания или же состояния здоровья. Если нарушаются столпы или один столб из столпов хаджа или умры, тогда хадж несовершенен, имеется в виду, он не совершился. Масала. В хаджи есть арканы, есть ваджибаты. Масала. Рукун галиоли из-за гуддель шметцахут, восполнение цахулцун, штраф адайлар. Если ваджиб галдоли, цун восполнение хулцу, хаджа ли наукулуца йо, гуд адель чан вола. Цун дер хаджал дауз диет, цун дер валу вокшон, хал вокшос, так хатта дагуала, воин паломник ша, набаглай цана цац вай худжар шкаха, электронный доска, что худжар шкаха, дай хайбик ша полностью цан урок шелючу, до того, как они вылетят. Це кварт сюртхилайт. Часто задаваемый людьми вопрос касается правил совершения хаджа для женщин. С какого возраста она может участвовать и дозволено ли совершить этот священный ритуал одной, если по той или иной причине рядом нет близкого родственника? От зудри то бунсан и хилар баандолш мегер дуэл. Мегер дацер нагасан кием дүззин нагасан бериш бёрш нах болша ца иби цут я цари. Ах мегер дацер. Ама миллох киеман чоха вола умратана волила хажалин волила. Ах со зудри бу остябеш. Если не больше. Ах эти ветибу. Зудри то бхулор козуд езуд призуд. Кроме того, наступает праздник для всех мусульман Ид аль-Адха, что в переводе означает жертвоприношение. В этом священном обряде тоже есть свои традиционные и строгие правила, которых нужно придерживаться обязательно. غرب دير إذا وغربان بوت أول حجل دشوال بوت أول زول حجات بيت إتول ده إذا غربان ديدو إتسع غربان داخل ساعة صوت عدل قدئة غربان دي نشلوشتو أيام التشريق أول تاريخ هل إتلوغ داخل سايتلوغ شيتلوغ قويتلوغ صوت إقي قدخل أوبشم سلوجنس دي داخلش أوز دي نعمار قوب شرحش كعمار قوب شوش مارقا برحارم دولش مارقا بقويات أوز دي نوشكا. Раздача мяса жертвенного животного имеет огромную ценность для мусульман. В соцсетях часто можно увидеть вопрос, как следует раздавать сага и с кого следует начать. Салах Хаджи Межиев ответил, что этот обряд следует проводить с соседей и ближайших родственников. Кроме того, он рассказал, как следует поступить малоимущим семьям. Москван урсакец аммалилдор сана гурб кдуйтял. Ишт озден хурматан лерин сагин урсакар бе гурбам хирдац. Этто бо чуqa дела тан масусак сац гурб душ цит адам маан ва шуq. Асаса йолшол хум юргуq дел шеду сагин алла. Hay kotman urshaqna Moskvan urshaqna sagin. Urshaqna asagin alloy sagirdu gurb khirdaц. غرب خداц. أما بيدوش ده صدقت نخروخه غربة مخداعنا غربة تجاه غربة نيشولون بالغالينيو استابو газио бежиндо эмкалю масла. Каждое правило определено строго. В ходе пресс-конференции были подробнее рассмотрены все ситуации, в которых может оказаться верующий. И самое главное, как быть к этому готовым. По каждому вопросу был дан исчерпывающий ответ, чтобы ни у кого не осталось сомнений, как правильно совершить богоугодные дела, в том числе в наступающем празднике Ид аль-Адха. Турпа Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика.
В Грозном проходит выставка стройкомплекса «Чеченстрой Экспо». Это значимое событие для строительной отрасли, привлекающее крупные предприятия из разных регионов, которые представляют строительные материалы, технику, оборудование, инженерные системы и передовые технологии. Она будет длиться 2 дня. С деталями познакомит Линда Жамалдинова. На выставке «Чеченстрой Экспо-2025» представлены новейшие строительные материалы, инновационные разработки и технологии. Это уникальная площадка для продвижения продукции на растущий рынок Чеченской Республики и регионов СКФО. В этом году она проходит на новой площадке в стенах крытого футбольного манежа в Грозном. Здесь представлены экспозиции более 100 участников. Компания «Аквапрофи» на рынке уже 10 лет. Занимается установкой фильтров для воды в частные дома и на промышленные объекты. Качество продукции оценили уже более 10 тысяч довольных клиентов. Ведет свою деятельность как в республике, так и за ее пределами. Системы протечки воды «Нептун» мы являемся официальными дилерами. Эта система ставится на вход воды в дом. В случае протечки воды автоматика сработает и предотвратит лишние затраты на устранение потопов. Он подключается к телефону. Если у вас умный дом стоит, можно он оповестит вас на телефон, если он закрылся. Церемония открытия началась с приветственных слов почетных гостей. Выступающие подчеркнули важность выставки для развития строительной отрасли и улучшения качества жизни населения. Строительная отрасль у нас в республике очень сильно развивается, и вы все приехали, это является тому примером. Соответственно, желаю всем вам удачных соглашений и удачи в сегодняшнем и завтрашнем мероприятии. Спасибо всем. Особую эмоциональную нотку в церемонию внесли юные таланты, которые исполнили национальный танец. После официальной части выставка перешла в рабочий формат. Эксперты и гости активно обменивались мнениями, изучая оборудование в действии и обсуждая перспективы сотрудничества. Практические демонстрации и консультации стали важной частью. Чеченстрой Экспо вызвал высокий интерес со стороны застройщиков, архитекторов и представителей бизнеса. Мы рады, что ежегодно наша выставка увеличивает количество своих участников, посетителей, что свидетельствует о очень динамичном развитии строительного комплекса в нашей республике. И это, конечно, вызывает большой интерес принимать участие в нашей выставке у крупных, успешных, ведущих предприятий. Компания «Топал Эко», расположенная в селе Алханюрт, известна разработками в области очистки воды. Объединяет 80 сотрудников, большая часть которых местные жители. С 2020 года открылось производство, с 2018 года работает и офис продаж, сервиса. Мы производим в основном автономную канализацию и включительно другое производство тоже у нас есть. Компания «Дариана» – производитель межкомнатных дверей и перегородок. На рынке более 25 лет. Использует в разработке массив сосны. Их экспозиция с первого взгляда привлекает внимание. Двери делаем высотой до 3 метров. Как современные, так и классические, неоклассические. В данном случае представлены двери со стеклом, с решетками. Кроме того, на данном стенде мы выставили нашу перегородку «Италию». Это алюминиевая конструкция с безопасным закаленным стеклом. А вот компания «Цезарис» на выставке первый раз. Здесь они представили небольшой стенд самых трендовых и новых позиций, которые не оставят равнодушным даже самого требовательного клиента. Исполнение брошированное золото, толщина стекла 8 мм. Отличительная особенность данного душевого ограждения – это регулируемый механизм петель, то есть стекло можно утапливать на 10 сантиметров вовнутрь, и за счет этого можно регулировать. Это уже 14-я ежегодная выставка многопрофильного строительного комплекса и промышленной отрасли «Чеченстрой Экспо». В городах и районах республики эффективно реализуются программы национального проекта «Жилье и городская среда», направленные на активное строительство социальных объектов. Благодаря эффективной политике главы региона Рамзана Кадырова за последние годы Чеченская республика занимает лидирующие позиции в стране по темпу роста в этой сфере. Линда Жамалдинова, Ислам Нацуров, Ахмед Хазриев, Вести, Чеченская республика.
Чеченавто наращивает обороты. Автомобильный завод продолжает динамично развиваться, расширяя линейку выпускаемой продукции. В дополнение к уже известным моделям предприятие осваивает новые направления. Теперь его в портфеле появилась пожарная спецтехника. О модернизации производства Рамзан Абуев. Прежде чем пройти детальный контроль качества, автомобиль проходит трудоемкий процесс создания. Все начинается с мойки корпуса для выявления потенциальных дефектов, затем направляется на сборку, состоящую из 5 линий. Ежегодно Чеченавто выпускает 9000 автомобилей, основную долю которых составляют популярные модели «Лада Гранта». В день мы собираем 37 автомобилей, то есть каждые 12 минут у нас с конвейера должен сойти один готовый автомобиль. После сборки контролер детально проверяет автомобиль, потом передает данный автомобиль водителю-испытателю. Предприятие активно развивает новые направления. Недавно освоен выпуск пожарной спецтехники. В рамках контракта с МЧС России Чеченавто будет ежегодно поставлять 300 таких автоцистерн. Первые 3 уже переданы для эксплуатации в подразделении регионального МЧС. Их ключевое преимущество – устойчивость к коррозии. Собираем эти автоцистерны на базе МАЗ и КАМАЗ, потому что эти машины полноприводные, любую экстремальную ситуацию они могут подойти, и никаких проблем у них не бывает. Спецтехнику уже высоко оценил министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков в ходе недавнего рабочего визита в республику. А здесь еще знаете какой момент? Вот все, что касается сейчас в рамках специальной военной операции, беспилотник прилетает, ставит рэп наверху, он отводит в сторону, взрывается рядом, пробивает бочку. А эти пластиковые, они буквально смолой замазываются, очень ремонтно пригодны. И в этом плане это тоже перспективная работа. А с точки зрения самого расположения бочки, очень удобно, ее можно подстраивать. Завод, непосредственно на котором мы находимся, он сам по себе перспективен. В цехах нет рабочей суеты. Здесь ручная сборка, что гарантирует высокое качество. Готовая продукция поставляется преимущественно в дилерские центры Юга России, где их будут дожидаться счастливые покупатели. Этот завод гораздо больше, чем просто коммерческое предприятие. По сути, это социальный проект. Для города с населением 45 тысяч человек он имеет важное значение, являясь одной из главных опор местной экономики. Сегодня здесь работают 300 высококвалифицированных специалистов, обеспечивая занятость и стабильность для многих семей. Причем основную часть коллектива составляют молодые специалисты, которые пришли сюда после окончания высших и среднеспециальных учебных заведений. Одним из них является 20-летний Руслан Минибаев, слесарь механосборочных работ. Занимаюсь сборкой, соответственно, кузова, то есть Лада Гранты. На данный момент работаю здесь уже где-то 2 года. Здесь также налажен выпуск уникальных боевых багги Чаборси, высокотехнологичных джихад-машин, спроектированных на базе ГАЗ Садко и Соболь. Сейчас производственные мощности увеличены до 300 единиц в год. Данная техника успешно применяется в зоне СВО и высоко ценится за эффективность. Рамзан Абуев, Маусар Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В школах республики проходят тематические встречи и беседы, направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. В рамках этих мероприятий ученики знакомятся с обычаями, традициями и героями чеченского народа, что помогает укреплять патриотизм и уважение к своей культуре. Медина Мударова расскажет, как проходит разговор с горцем в шалинских школах. Разговор с горцем. Тема мероприятия говорит сама за себя. Испокон веков чеченцы славились своей богатой историей и именами выдающихся личностей, чьи подвиги служат примером для подрастающего поколения. По сегодняшний день народ отличается и особым вниманием к соблюдению традиций и обычаев предков. Обо всем этом рассказали старшеклассникам общеобразовательных учреждений Шалинского района. Кади Хожахмед Нетиев подчеркнул важность уважения к своей родине и ее истории. مثلا پیامبر علیه السلام حب الوطن من الإيمان و شيء موقت بيدر إيمان مدوشون يدبو ويموقت بقى نوشي جوا ويموقت بقى رسي بتشانق ورسي بتشانق أنا ويبقى ده شخصو بيكلوري كمان ده دوشون أنا ده ولا سر نتبوش خيرا مراح ثينجة تمران ده ولا سر شيريت بوجود جمال يوم بيزر ده يصير عنده نعم فايتان بولشيناح شورت ويدي وينوشي كان يعدال وش كلاهينسا وسبوكرين أول وس أمبير مصرش وس دي عذاب اليوروب وأمريكا ونشوف
Одним из спикеров стал Ахмат Умаров, племянник героя Советского Союза Мавлади Умарова, выходца из селения Новые Таги. Участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах. Был старшим лейтенантом, командиром стрелковой роты и погиб в 1943 году, заслужив звание Героя Российской Федерации посмертно. Многие юноши, даже мало кто знает, например, даже о моем дяде. Есть Узуев, есть Висаитов, который встречался на Эльбе с союзниками. И в школе, и везде, и в селах надо доводить до ребят, чтобы они знали. Мероприятие проводится во всех районах республики по инициативе главы региона Рамзана Кадырова при участии отдела Шаринского района УФСБ России по Чеченской Республике, а также организации «Патриоты Чечни». Сегодня мы в Шали уже провели финальную часть, финальное мероприятие, подытожили нашу работу и нашли молодых ребят, которые будут готовить видеоролик, который расскажет нам о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны из числа жителей Чеченской Республики. В ходе встречи ребята активно участвовали в беседе и с огромным интересом слушали спикеров. В Чеченской Республике уделяется огромное внимание воспитанию подрастающего поколения. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе. Медина Мударова, Садымин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.